Чему нас научил коронавирус? Как в условиях пандемии поддержат бизнес в Чувашии? Намерены ли в регионе все-таки масштабно отметить столетие чувашской автономии? И продолжатся ли кадровые перестановки в Доме правительства республики? На эти и другие вопросы журналистов сегодня в режиме видеоконференц-связи ответил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Спустя 100 дней у власти он смог более подробно раскрыть интересующие СМИ темы. Тема, которая коснулась всех жителей Чувашии и каждого в отдельности, это, конечно, коронавирус. Больше всего от новых условий жизни пострадал бизнес. По словам Олега Николаева, существенную долю в экономику региона вносят системообразующие предприятия. В Чувашии к таким отнесли 8 крупных организаций и заводов. Среди них Химпром, Элара, ЧИАС, Сеспель и завод спортивного оборудования. На федеральном уровне принято несколько важных решений по поддержке такого бизнеса. Мы с ними работаем в ежедневном режиме, мониторим ситуацию на этих предприятиях и соответствующим образом координируем работу, чтобы они получили все те формы поддержки, которые на них направлены. А это прежде всего льготные займы, льготные кредиты для того, чтобы реализовать мероприятия по сохранению занятости на этих предприятиях, по обеспечению заказами через пополнение оборотных средств. Конкурсы «Молодые лидеры» и управленческая команда, объявленные в РИО главы Чувашии, набирают обороты. Заявки на участие направили уже больше 400 человек. Зачем республика занимается активным поиском лидеров? Не для очередной ли смены кадрового состава Дома правительства? Поинтересовались журналисты. Напомню, придя на пост руководителя региона, Олег Николаев поменял практически всю команду. Неужели перестановки продолжатся? В рамках данного конкурса, если туда углубиться, у нас есть еще партнеры. Это ведущие предприятия Чувашской республики. И они тоже нуждаются в квалифицированных кадрах. И таким образом, объединив усилия органы государственной власти и ведущие предприятия Чувашии, мы проводим общий конкурс и даем возможность расти активным людям, которые, возможно, не смогли найти способ проявить себя через этот конкурс, показать свои возможности и найти применение своим способностям. Намерены ли в регионе все-таки масштабно отметить столетие чувашской автономии? Этот вопрос интересовал сразу несколько изданий. Особенно переживает по этому поводу Красночитайский район. В этом году на его территории были запланированы массовые гуляния, связанные с крупной датой. Олег Николаев успокоил, праздник в Чувашии отметят широко и массово, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в регионе. Как в столице, так и в районах республики. Кроме того, руководитель региона обсудил с журналистами предстоящие выборы и то, как он планирует завоевывать голоса сельчан, а также другие вопросы. Всего их было более 40. Но о них мы расскажем в наших следующих выпусках. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Михаил Солин. Вести Чувашия.